одно слово, как ничего не сказал. Я покажусь на твоем море, аж знать. Я круг стремать, как я чую наш молитв. Я круг стремать, я без тебя звучит пусты. Черный, белый суп, противный. Я родился в Минске, я минчанин, и в семье, наверное, все музыканты, и в третьем поколении музыканты. И обучался в университете культуры и искусств в Санкт-Петербурге. Евровидение, «Новая волна», «Голос», все, что можно пройти, уже прошел, так скажем, как какие-то проекты. Но это уже, так скажем, в прошлом, надо уже сейчас идти по новому этапу. Собственно, уже создание новых песен. Есть такой синдром провинции, синдром столичного человека. Но я могу сказать, что после того, как я уехал в Санкт-Петербург, я изменил свое мнение. Для меня сейчас, на самом деле, Беларусь является, вот, как скажем, страна, это и есть столица, так скажем. И я к ней отношусь, к каждому городу по-особенному и наравне. И вот этот год Малой Родины, это именно для меня он отображает равность городов, по-своему какие-то открываются свои лучшие стороны, свои сильные стороны. В Минске я всегда, как домой, когда я приезжал после учебы или там после сессии, я приезжал домой в Минск. Для меня это был такой укромный уголок, где у меня сочинялись песни, где у меня рождались какие-то мысли, идеи, я отдыхал. Я люблю Беларусь за то, что это та страна, которая сочетает в себе в то же время и активный образ жизни, и в то же время вот этот баланс, активный образ жизни, и в то же время какое-то умиротворение. Вот. Здесь вот все находится в балансе, и нет вот этих перепадов страшных, как, допустим, Москва и Московская область, допустим, вся спокойная, а Москва вся интенсивная. Или там в Петербурге то же самое, да. У нас достаточно все так размеренно, да, и существуют какие-то волны, да, но все равно есть такое, что ты приезжаешь, допустим, в Молодечно, и это свой темп, но он не такой сильно отличающийся от Минска, так скажем. Все равно в Минске люди тоже любят умеренность, размеренность, баланс, вот это ощущение времени. Все равно люди замечают друг друга в транспорте. Нет вот этого мегаполисной хандры, которая ты мчишься куда-то и не замечаешь никого и ничего. Вот. Я рад этому, что Беларусь именно такая. Я такой человек, что я не люблю
тусоваться, так скажем. Времяпровождение вечером там в клубах, в ресторанах, в каких-то там заведениях. Скорее, это для тех, кто работает вот с утра до вечера, там 6-7 вечера, и который может просто, у него есть возможность расслабиться вечером. Мы творческие люди, и мы работаем 24 часа в сутки, по крайней мере, я за себя говорю. И вечером в основном у нас происходит работа, поэтому и для меня все заведения это скорее больше, я смотрю с точки зрения площадки, где можно встретиться со зрителем. Я люблю, естественно, природу, потому что так как у нас плотный график, и ты зачастую можешь только расслабиться там, только на природе. Есть такое древо каля моей вулицы, где я народился, и там есть такое древо, где я просто з маленства приходил туды и заставался один. И у меня там нарождались там думки усялякие, там я мог размаўляць сам с собой, размаўляць с природой, з надвор'ем, з водой. Ось, і, ну, гэта каля нацыянальнай бібліятэкі ёсць такое месца, але зараз вельмі так хутка будуюцца будынкі, так, дома, і можна ўжо так не заўважыць гэтае месца, але яно засталося, і мне прыемна, што ўсё роўна ёсць эволюция, так, и все равно застаются те места, у яких ты можешь заставаться один. Мне нравится то, что город не застраивается так, как застраивается в наших соседей, таких как Киев, Варшава, Москва. Все-таки у нас есть вот этот баланс, который все-таки оставаться, чтобы улицы дышали. Этим и отличаются белорусские города, в принципе, да, и Минск тому тоже пример, что несмотря на большое количество людей, скопление людей, метро, да, такой активный темп, все равно ты можешь позволить себе прогуляться, и город будет дышать и на тебя не давить. Вот это очень, очень классно. Я считаю, ну, я просто знаю, мне есть чем сравнить, пожив там в Санкт-Петербурге, потому что Санкт-Петербург очень красивый город, и историческая, так скажем, столица, но он все равно давит. Но в нем есть тоже, ну, скажем так, он идет по грани. Вот Питер для меня это, наверное, что-то между Москвой и Минском. По атмосфере, по внутренним ощущениям. Новий час, за далеглядом бачу новий далегляд, читаю по очах, усё вокруг для нас, а все сумнения пасля. Я тону ты хваля, ты меня обнимала, за собой так запрашивала. Принесла колер и настрой, якое открытие. Мне это почутье, и это только с собой. Я тону ты хваля, ты меня обнимала, за собой так запрашивала.
Жадаю всім теплыни у вашем доме, в ваших семьях и, конечно, кохання і сапраўднага кохання усім маладым маладзечніцам. Таму што для мяне маладзечна гэта якая-то быццам малады горад, які ўсё ж такі мае сваю атмасферу, свой подых для будучыні. Таму жадаю вам будучыні і будучыні з каханнем. Засыпаю часто водкую траву, а то, что рано знов золотым, як дым, зникали в долонях твоих, як дійно звертаються дочаги уста, і навіть не літаються, коли ти їх познав, і поки перельотний, а нечим пустим, як дым, зникали в долонях твоих. Теперь одной выдумляю, малюю акварельный мир. О, где-то мало мне свет гуляю Заплетали косами вертальные шляхи, и под окнами босинскими крошил сухим, а лишь устракались не столь ясным, як дым, зникали в долонях твоих. Теперь одной выдумляю, малюю акварельный мир. О, Дякую.